Дом номер 351 по улице Ленина города Ош был признан аварийным еще в 2008 году. Тогда 24 семьи, проживающие в этом доме, получили от специалистов МЧС предписание о том, что в этом доме жить нельзя, опасно для жизни. В 2008 году зимой сюда приезжали депутаты Джугурку-Кенеша, осмотрели наш район, дома и сказали, чтобы нас всех жителей этого дома переселили. Место нам нашли в общежитии Ошского государственного университета. Тогда говорили, что это ради нашей же безопасности. Мы там прожили 2-3 месяца, поскольку новый дом нам никто не собирался строить, и университет начал требовать съехать. Мы вернулись в свои квартиры. Тогда на стенах уже были огромные трещины. Как могли, ремонтировали строение. Обращались в мэрию, но там лишь разводили руками и советовали самим заняться поисками инвесторов. Вот мы и нашли. А теперь местные власти сами мешают компании строить новый дом. Старый многоквартирный дом был построен на этом месте в 50-е годы прошлого столетия. На просьбы жителей снести аварийное здание и построить новую многоэтажку в мэрии отвечали, что муниципальных денег на это нет. Решение, по их мнению, было в том, чтобы жители сами привлекли к объекту инвесторов. После некоторых поисков компанию, готовую взяться за строительство, жители наконец нашли. Заключили договор с компанией «Маком» и в апреле этого года старую хрущевку снесли. А на ее месте стали копать котлован под новый дом. Мы договорились со стройкомпанией, что в обмен нам в новом доме выдадут квартиры чуть большей площадью, чем у нас были в старом доме. Дополнительно бесплатно по 6 квадратных метров. А тем, кто желает, предложили докупить по очень приемлемой цене дополнительное пространство. Это очень выгодно. Ни один другой инвестор не предлагал такие условия. Также нам будут принадлежать коммерческие помещения, которые будут располагаться на первом этаже. Что будет, если они теперь откажутся работать с нами? Стороны обоюдно договорились, но в строительство, которое еще не началось, уже обнаружились нарушения. С просьбой проверить эти факты Ошский филиал организации «Интербелим» обратился в прокуратуру, которая поручила расследование финполиции. Строение на буферной зоне не должно превышать 4 этажей. А здесь строение 7-этажное. Вообще здесь не одна же гора Сулайман-Той, здесь 3 горы, и это целый ансамбль. И, естественно, этот ансамбль, историческое наследие, не должно, панорамный вид исторического наследия не должно закрываться высокосотными зданиями. В Министерство культуры было направлено письмо, в котором уполномоченные органы просили проверить объект на соответствие строительным нормам в буферной зоне Сулайман-Тоо. Изначально компетентные органы должны были определить высоту здания, которая допустима в этой зоне. Подрядчики должны были дождаться официального уведомления и только потом, исходя из тех параметров, что там предписаны, начать строительство. Но этого так и не было сделано, и начали строительство по проекту, который не был одобрен. Сотрудниками Ошского управления Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями в отношении строительной компании «Маком» было возбуждено уголовное дело по статье «Самоуправство». В материалах указано, что основанием послужил тот факт, что компания начала стройку без разрешения архитектуры. В законе не написано, что в буферной зоне нельзя строить дом. Просто по требованиям ЮНЕСКО должна быть определена максимальная высота зданий. Но пока эту высоту не определили. Этот документ пока не готов. На стадии рассмотрения. Мы тоже еще не начали стройку, пока идут лишь подготовительные работы. Мы готовы обсуждать проект. Если того потребует закон, построим хоть одноэтажное, хоть двухэтажное здание. Но нам почему-то вообще запрещают продолжать строительные работы. Согласно договору, строительная компания должна завершить строительство в ноябре этого года. Однако городская прокуратура уже обратилась в суд с просьбой остановить стройку. Сколько времени будут длиться разбирательства, пока неизвестно. Гульжан Алтмышбаева, Бекжан Токтосунов, НТС Ош.